Врачи боролись за жизнь трехлетней девочки, которую в воскресенье вечером привезли в тяжелом состоянии в больницу, но так и не смогли спасти. Пока терапия эффектуата, фароэффекты. К сожалению, терапия оказалась неэффективной, и ребенок умер. Ее тело находится в патоморфологическом отделении. В подобных случаях обязательно проводится вскрытие, а затем похороны. Если нет родных или близких, этим занимается примария населенного пункта. Это у меня форст, не сав. Тамара Катано из села Кирка-Ешц района Каушень, которая присматривала за девочкой, рассказывает, что в конце апреля к ней приехала знакомая и попросила поухаживать за ее ребенком. По словам женщины, у которой еще 5 несовершеннолетних детей, в воскресенье утром она пошла в церковь, оставив всех детей дома, а когда вернулась, нашла 3-летнюю девочку под лестницей почти бездыханной. Она не раз туда залезала, так же, как и мои дети. Я им говорила не делать этого, но они не понимали и хотели играть на чердаке. Я нашла ее головой вниз на боку, и лестница упиралась ей в животик. Крови не было, но она посинела очень. Первым ребенка обнаружил мальчик, который говорит, что малышка упала с лестницы. Я шел кормить собаку, увидел ее здесь и сразу позвал маму. Как она лежала? На боку, руки были внизу и на животике. По словам детей, несколько дней назад 3-летняя девочка упала в погребе со ступенек и повредила нижнюю челюсть. Однако мама не отвезла ее в больницу. Она играла, затем пошла в погреб и упала со ступенек в самый низ, на последнюю ступеньку. Мама сделала ей массаж. Тамара Катаной признает, что девочку иногда били. Дети все время и завидовали, и били. И я не отрицаю, что делала то же самое. Я и своих детей могу ударить веткой, например. Теперь, беременная 6-м ребенком, женщина раскаивается в случившемся и говорит, что берет на себя всю вину. Это моя вина, я ведь ее взяла. Всегда оставляла ее дома и не ухаживала за ней. О женщине, на попечительство которой была оставлена малышка, односельчане отзываются не очень положительно. Как говорят соседи, им неоднократно приходилось спасать от бед детей, оставленных без присмотра. Она как змея, которая в любом случае вывернется. Если бы девочка сама упала с чердака, ударила бы голову, руку, а так она была вся избита. Уверена, что это она ее убила. Хотела отдать ее в наш детский сад, но начальство не приняло. Сказали принести документы. Мне очень жаль эту девочку, но я хотела бы посмотреть, что за родители оставили ей ребенка. Однажды ее мальчик упал в колодец, и пожар был в доме. Мать девочки в возрасте 26 лет из села Баймаклия была вызвана полицией. На днях она должна приехать, чтобы похоронить своего ребенка.